Значит, что для меня Габдулла Тукай? Первые стихи, первые поэтические произведения, которые я в своей жизни слышал, это был Габдулла Тукай. Я был счастлив родиться в образованной семье. Дедушка у меня, Телешов Хасан Салимович, был одновременно и муллой, и председателем сельсовета. То есть возглавлял как бы и духовную жизнь деревни, и светскую жизнь. И дядька мой, Тумаров Каюм Аминович, он почти все произведения Габдуллы Тукая знал наизусть. И пел песни, и у меня есть записи в исполнении песен на слова Габдуллы Тукая до сих пор. Сейчас я их перевел в компьютерный вариант, и с удовольствием слушаю и Тугантель, и другие произведения на слова Габдуллы Тукая. Поэтому Тукай в нашей семье всегда был, всегда присутствовал. И здесь мы, татарская община Санкт-Петербурга, свое возрождение связываем с именами двух поэтов. Это Габдуллы Тукай и Мусы Джалиля. Первое татарское национально-культурное общество, которое было создано в Санкт-Петербурге, это клуб любителей татарской словесности имени Мусы Джалиля, вот связан с поэтом Мусой Джалилем. Здесь есть энтузиаст у нас, Фуат Хамидуллин, он создал театр одного актера. Это Петербургский татарский театр имени Габдуллы Тукая. И в произведении, его репертуар входит как постановки по произведению Габдуллы Тукая, так и по произведению Пушкина. Ну, мы живем в Ленинграде, где жил Пушкин, и где жил Блок. То есть у нас весь, как говорится, город пропитан поэзией. И имя Габдуллы Тукая ярко стоит наряду с такими крупнейшими именами, как русские поэты Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Суриков. Это все поэты, которые к Габдулле Тукаю были близки. И поэтому было совершенно законным, совершенно справедливым, что татарская община подняла вопрос вместе с постпрессом Татарстана, с поддержкой интеллигенции Татарстана, что в Санкт-Петербурге был поставлен памятник Габдулле Тукаю. Вначале мы его планировали, это по моей книге, если я потом покажу, установить памятник на сквере около мечети. Напротив памятника Горькому, это было бы очень символически. Прямо рядом с мечетью, на сквере, и друг против друга стояли бы русский писатель и поэт, он и стихи писал, Максим Горький и Габдулла Тукай. Но потом судьба так распорядилась, что поставили его на Петроградской стороне. Но тоже исторически значимое место, величественное место и исторически важное место, потому что татары были первыми строителями Санкт-Петербурга. И первое место, в которое они заселили, это была Татарская Слобода. И вот на территории Татарской Слободы, там рядом сохранилась улица Татарская, переулок, в память еще о тех петровских временах. И вот стоит величественный памятник Габдулле Тукаю. Сам лично не слышал, но мне рассказывали, что когда первый президент Татарстана Шаймиев посетил Санкт-Петербург, посмотрел памятник Габдулле Тукаю, он сказал, что это один из самых лучших памятников. Может, не самый лучший, но один из самых лучших. Я в своей жизни два памятника Габдулле Тукаю видел во весь рост. Это в Казани и в Петербурге. Я вам скажу, что они, на мой взгляд, равнозначны по своим художественным достоинствам. Скульптор Ахнав Зиекаев. Он, кстати, когда было 200 лет со дня рождения Пушкина, он выиграл конкурс, и в городе Оскол поставили памятник по его проекту Пушкину. То есть как бы один человек, Ахнав Зиекаев, соединил и Пушкина, и Габдуллу Тукая на берегах Невы. И вот я уже рассказывал о Фуате Хамидуллине, который основал театр, уже около 20 лет работает. Он тоже ставит Бориса Годунова Пушкина и ставит произведение Габдуллы Тукая. Опять-таки на берегах Невы люди искусства как бы объединяют двух этих великих людей.